Аэропорт, стою у трапа самолета. Аэропорт. Поехали, ребята. Всем добра. Не, подожди, я же не уезжаю, я же ведущий. А что я здесь делаю, я вам сейчас расскажу. Я хочу показать, где все начинается и начиналось, и в принципе, наверное, и заканчивается для каждого туриста, который приезжает в нашу родную республику, в нашу страну чудес, дабы насладиться этими чудесами. Так вот, чтобы мы не ударили в грязь лицом и показали нашу республику и наш город во всей его красе, хотя бы попытались во всяком случае, я попробую вам в этом помочь и рассказать об этом. С вами я, Ремень Демеев, и бородатые советы. Экскурсии по Осетии. Сегодняшний наш выпуск – как встретить гостя и не ударить в грязь лицом. Ну что, поехали. Как же нам встречать гостей по-осетински, так знаете, по-местному, скажем так. Как нам встретить гостя по-местному? По-местному это значит, как у нас любят нынче люди погулять, по-простому, так, без шика. На капоте разложиться. Этакий капот-самобранка. Как работает? Сейчас покажу. Что нужно первым делом, чтобы встретить гостя? Конечно же, пироги. Есть! Пироги есть. Замечательно. Ну как-то они одиноко смотрятся на этом капоте. Кавказ. Человек же приехал на Кавказ. Чего бы ему еще хотелось? А давайте шашлыка. Шашлык есть. Замечательно. Ну, не в сухомятку же это все употреблять. Чем? Пиво. Осетинское пиво. Нартом багана. А давай. Пиво, 3 пирога, шашлычок. Капот-самобранка делает свое дело. Прямо в аэропорту встречаем гостя. Ну что, мой дорогой, наконец ты ко мне приехал. Мой дорогой, мой золотой, мой уважаемый гость. Сегодня я тебе покажу такие места ты нигде никогда не видел. Я тебя... В смысле ты понимаешь, какие это места? Ты даже не понимаешь, какие это. В смысле там такая... Уф! В общем, ты меня послушай, я тебе такие места покажу. Одна из первых локаций, мое одно из самых, так скажем, любимых мест, от которого практически каждый турист сходит с ума, восхищается безумно, каждый найдет здесь свое. Это вот этот вот старенький заборчик. Вот очень мне нравится. Шутка. На самом деле мы находимся на территории Аланского монастыря, мужского монастыря. Место интересно чем? То, что монахи здесь живут достаточно самобытно, они готовят сами сыр, собирают в горах травы, делают разнотравие, чаи. И это все можно рассказать вашему гостю, туристу, который приехал к вам узнать что-то интересное или новое о нашей республике. Соответственно, первая локация – это Аланский мужской монастырь. К вашему вниманию, господа. Алло? Алло? Это древние дивгисянцы? А можно вот самого древнего дивгисянца вашего? Нам просто про крепость надо рассказать. Нет? Сами? А может что-то вот подскажете просто? Самим придумать? Ну ладно, хорошо. Вы кушать, вам не... Все, понял, хорошо. Все понял, по ту сторону. Хорошо, до свидания. Всем древним дивгисянцам привет. Ну, сами так сами. Пошли. Дивгисская уникальная крепость, которая находится в скале.
Она вырублена в скале, частично выложена камнем. Еще прикол в том, что в этой крепости есть проход на ту сторону скалы. Понимаете, вот эта вся гора, она прорублена насквозь, туннель, и выход идет туда. То есть, когда здесь их атаковали, была осада, здесь вражьи силы. Хэнде хохен, вы сдавайтесь, партизаны, они говорили, мы вас окружить, вам некуда деваться. Они говорили, да, конечно, -1 фриц, конечно, -2. Эти думают, сейчас мы их продержим здесь часа 3-4, 2, неделю, 8. Еда закончится и все, они сдадутся. Ничего подобного. Там, на той стороне, делали шашлык, физуна, короче, котлы были, мясо варили, кушали, приходили, отстреливали, говорили, молодец, ты 2 отстрелил, пойди, тебе там кусок отдали. Все, молодцы. Все было именно так. Я лично был, я знаю. Мне верьте, мне никому не верьте. Историки это все, мне верьте. Пойдем посмотрим внутри. Древние дивгисяне поднимались по этим лестницам. Пойдем и мы. Давайте, партизаны! Да-да-да-да-да. Hello, it's me. Да. 700 лет. Вы себе можете представить? 700 лет эта крепость находится здесь. 700 лет эти скалы охраняют покой. Чей покой, спросите вы меня? Древних дивгисян. Конечно, скажу я вам. Не, на самом деле, если вот так вот просто вот находишься здесь и просто на секунду окунуться в то время, 700 лет, подумать только, 700 лет, что здесь происходило в течение этого времени? Какие события эти скалы, эти стены помнят? Что могли бы они рассказать, если бы они умели разговаривать? Тот самый лаз, о котором я говорил, находится в глубине. Местные старожилы утверждают, что этот лаз находится именно здесь. То есть оттуда вот сейчас просто не видно, там темно. Идет пещера, вглубь уходит. Ходят споры, что на самом деле есть ли этот лаз или нету, то есть заканчивается ли эта пещера где-то там в глубине скалы, или она все-таки выходит на ту сторону. Я лично, честно, достоверно не знаю, это надо, наверное, поискать в определенных источниках, у тех же, как они называются, спелеологи, наверное, они называются, археологи и всякие физиологи, вот, терапевты. Нас встречает вот такая вот смотровая площадка прогулочная, на которой ждет немало сюрпризов в виде милых плюшевых зверюшек. Что ж, пойдем посмотрим, какая смотровая и какие плюшевые зверюшки. Поехали! Что может быть лучше гор? Что может быть лучше свежего воздуха чистого и вот этой великолепнейшей красоты. Великолепнейшей. Еще раз повторяюсь, как жаль, что я не поэт. Как жаль, что я не могу описать поэтично эти места и красиво. Просто по-пацански скажу. Классно тут! Ух! Плюс животные. Тоже такая фишечка крутая. Ну, самое главное, близко не подходить и не подпускать. Move it, let's go, buddy. Move it. А, танцуем. Наверное, это одно из самых, даже самое мое любимое место в Феогдоне. Это вот смотровая, о которой мало кто знал. Рассказываю вам, делюсь с вами. Никому не говорите, никому не рассказывайте. Просто сюда начнут паломничество совершать. Но просто посмотрите, весь Феогдон как на ладони. Все, горы, вот это все, вот оно все видно. Вот эта красота. Любого человека сюда привезите, даже местного, даже с Владикавказа. И если этот человек не испытает восторг, как говорится, вы мой злейший враг на всю оставшуюся жизнь. Это
очень такое и завораживающее, и духовно сильное место – это Осетинская церковь. Конечно же, это она. Во-первых, потому что это Осетинская церковь. Во-вторых, на территории данной церкви похоронены знатные деятели искусства нашей республики. Приезжему человеку будет очень интересно это посмотреть, а нам будет правильно это рассказать. Со смотровой площадки Осетинской церкви открывается невероятный пейзаж. Очень красивое место, где просто можно остановиться, подумать, может даже помечтать. Рядом с Коста. Проспект города Владикавказ – это очень многогранное место. Начиная от обычного, прогулочного, как говорится, атмосферного такого явления, заканчивая какими-то местечковыми, но тем не менее весьма колоритными моментами. Леопардовый трамвай. Еще одна из достопримечательностей нашего города. Что ж, закончить хотелось бы именно здесь, в центре нашего города, на красивейшем проспекте. На самом деле я и, наверное, 10-й доли не показал того, что можно показать и куда можно отвезти гостя, который к вам приедет с другого города или с другой даже страны. Любите свой город, знайте свой город, будьте гостеприимны, встречайте гостей. А сейчас хотелось бы еще напоследок показать вам самого популярного мужчину нашего города. Вот он. С вами были Бородатые советы. И я Реми Демеев. До новых встреч. Будьте гостеприимны. Пока.